Грошы ў нашых гаманцах змяняюцца. Мы прызвычаіліся да пластыкавых картак, але свет стаіць на парозе новай эры лічбавых валют цэнтральных банкаў. Што гэта такое? Уявіце звычайную папяровую купюру, якая стала нябачнай і пачала жыць у дзяржаўным мабільным дадатку. Гэта не тое самае, што грошы на вашай картцы. Калі вы карыстаецеся карткай, вашымі сродкамі кіруе камерцыйны банк. Лічбавыя ж грошы – гэта наўпроставы рахунак у нацыянальным банку. Гэта так жа надзейна, як наяўная ў сейфе, але так жа зручна, як паведамленне ў месенджеры. Піянерамі грашовай лічбавізацыі сталі краіны, якім трэба было зрабіць фінансы даступнымі для кожнага. Багамы запусцілі свой пясчаны долар яшчэ ў 2020 годзе. Для жыхароў далёкіх выспаў, дзе няма банкаўскіх аддзяленняў, гэта стала выратаваннем. Следам пайшлі Нігерыя і Ямайка. Сярод вялікіх эканомік у гэтай сферы лідаруе Кітай. Лічбавы юань праходзіць маштабныя выпрабаванні. Для Пекіна гэта інструмент кантролю, дзе дзяржава бачыць кожную транзакцыю ў рэальным часе. Захад жа пакуль трымае дыстанцыю. У Еўразвязе і ЗША ідуць спрэчкі. Людзі баяцца, што дзяржава будзе сачыць за кожным іх крокам, а камерцыйныя банкі стануць непатрэбнымі. Беларусь таксама ў трэндзе. Нацыянальны банк ужо распрацоўвае платформу для лічбавага беларускага рубля. Зараз праект на стадыі тэставання. Для Менску гэта спосаб паскорыць плацяжы і спрасціць міжнародныя разлікі ва ўмовах санкцыяў. Чаму свет так імкнецца да лічбы? Плюсы відавочныя. Плацяжы імгненныя, а грошы немагчыма скрасці фізічна. Але ёсць і рызыка. Поўная празрыстасць вашых выдаткаў для дзяржавы. Лічбавыя грошы – гэта ўжо не будучыня, а нашая рэчаіснасць. Пытанне толькі ў тым, калі ваш гаманец канчаткова ператворыцца ў зашыфраваны код. Так нет, у нас одно пытанне. Что такое лічбавая вось гэтая валюта, лічбавы грош, і чым яны адрозніваюцца ад грашэй на картцы, вось гэтых, якіх мы таксама не бачым, і грашэй у нейкіх там койнах. От биткоина, так. От традиционной крипты. Ну да, то есть мы сейчас говорим именно про цифровую валюту, которую выпускает центральный, в данном случае центральный банк, да, вот. Была вот новость самого национального банка. Она физически не иснуе, она ее нету, то есть физически мы ее не можем потрогать, но в чем ее особенность, например, от того же безнала? То есть когда мы пользуемся безналичными деньгами, это значит, что у нас есть счет в банке, и, соответственно, там, когда мы какие-то транзакции проводим, с одного счета в банке переходит на другой счет в банке. В данном случае, как бы, предполагается... Мы можем получить наличку, там, перевести куда-то, но это будет все приходить через вот эти вот банковские каналы. А в данном случае получается так, что центральный банк напрямую как бы нам дает деньги. Да, мы именно вот в цифровом варианте, то есть не в виде налички, а в цифровом варианте. Да, посредником является коммерческий банк, но это не, у банка при этом не будет, этих денег как бы не будет. Он ими не, это деньги, которые за вот этой системой самого банка. Вот. То есть получается так, что центральный банк нам дает эти деньги. Держава. Государство, да. И, соответственно, и мы как бы, там, можем пользоваться ими как в безналичным не варианте. Будзе існаваць пытання, у якім банку ты абслуговваешься. Так, але што гэта акрамя гэтага? Там как раз, ну, там не будет этого, то есть такого вопроса, но дело в том, что все равно чтобы открыть кошелек, нужен банк, где у вас есть счет. Но банк здесь только как посредник, который открывает ваш кошелек. Только вот этот вот кошелек. А деньги перечисляются как бы вам напрямую из Центрального банка. Не через коммерческий банк, а напрямую из Центрального банка. Когда мы говорим вообще про цифровые валюты в целом, да, там еще такое есть, ну, как бы, почему их сравнивают с наличкой, потому что там есть как бы такая анонимность. Но это больше касается классических криптовалют, такие как биткоин. Да. В данном случае, конечно, такого не будет. То есть говорят про псевдоанонимность, но по факту, вот если мы посмотрим, там разные тоже есть схемы, как бы формируются вот эти экосистемы цифровой валюты Центрального банка. Но в данном случае, как я поняла, что все-таки Центральный банк будет иметь, по сути, полный контроль, как эти деньги проходят с какого кошелька на другой. То есть проследить цифровой вот этот вот след очень даже можно. И более того, можно будет эти деньги запрограммировать, что их тратить можно только на какие-то цели. То есть, если, например, там... На алименты. То есть, и государство может их забрать в любой момент, то есть даже быстрее, чем... Ось треба продать больше, например, яблоков. Вось. Але у меня все равно не вельмі зразумела, людям з гэтага што?
Наприклад, бізнес зрозуміло, коли ти свої непотрібні білази продаєш за свої непотрібні коїни, зрозуміло, нічого нікуди не зникає. А людям? З карток усе контролюється. Податкова бачить кожний твій жетончик, кожну сосиску і все остатнє. Ну, кеш, як ми кажемо, гроші, які ми тримаємо в руках, тяжко, але все одно яны захад там лічаць, ці ёсць у цябе падатак, які ты прывысіў там на тое, на што ты вытраціў, што ты набыў, напрыклад. А вось гэта для чаго? Не, ну тут дело в том, что если мы говорим про людей именно, да, то, безусловно, тут как бы есть плюсы в плане того, что все равно вот сейчас вот этот тренд, если мы посмотрим вообще в мире, на самом деле вопросы про цифровые валюты, он стоит перед большинством центральных банков. И сейчас очень много проектов, они в разной стадии разработки, ну даже там Евросоюз тоже говорит о будущем введении цифрового евро. И здесь особенностью является то, что, например, эти расчеты, они как с наличкой, то есть они могут быть за счет того, что нет вот этих банковских как бы каналов, да, вот, которые могут быть достаточно долгими для перехода. То есть со счета на счет, извините, с кошелька на кошелек, да, вот в данном случае, перевод может быть очень-очень быстрый. Как по номеру телефона. Как по номеру телефона, может быть, и вполне возможно, ну тут мы не знаем в плане в Беларуси, но вполне возможно, что там и не будет никаких комиссий, да, то есть это бесплатно, быстро, вот, ну и как бы, и еще это возможно будет в некоторых случаях делать в офлайн режиме, если будет позволять технология, то есть если даже не будет никакой связи там интернета, там или еще что-то, все равно транзакция будет совершена. Не верю. Так, а чому гэта дрэнна? Чому вы, ось, напрыклад, у России падняўся такі вэрхал супраць лічбавага рубля? Ну, тут на самом деле ничего, как я уже сказала, Контроль? Плохого в принципе, вот если мы про саму технологию говорим, ничего плохого нет. Это просто... Гэта як з атамнай бомбай. Атам, нічога дрэннага ж не было. Адкуль узялося вось гэтае ўсё? Хиросима, Здесь... вот, мне падаецца. Да. Здесь вопрос, ну, как я уже сказала, просто на самом деле те же центральные банки, они просто подхватили вот эту вот идею, да, вот с биткоином, и они развили только уже в том ракурсе, как вот, ну, как бы в рамках их функционала. Но тут вопрос же, знаете, в чем? Тут вопрос именно в контроле. То есть одно дело, когда мы говорим, если в стране очень сильные демократические вот эти вот, да, то есть движения, и когда вот страна демократическая и верховенство закона действует, то, соответственно, там учитываются все моменты, чтобы и там безопасность платежей, и в плане непосредственно, чтобы самостоятельность не терялась, да. А если вот именно идет, допустим, в автократических режимах, это может привести к злоупотреблениям, еще к большему контролю за движением тех же финансовых средств со стороны государства. Потому что, как уже было заявлено тоже, например, да, и вот эти там, цифровые белорусские рубли могут, если что, использоваться, то есть в качестве там, оплаты штрафов, причем это можно осуществлять будет, по идее, прямо моментально, да, то есть очень быстро. Блокование, а одразу просто списывать. То есть здесь вопрос, конечно, да, насколько вот эти вот все институты хорошо работают правовые в том либо ином государстве. Если они хорошо работают, то ничего плохого в этом нет, это просто уже, ну, как бы развитие финансовой системы идет дальше. Если злоупотребление со стороны государства будет, конечно, оно может получить дополнительный контроль. А мне падаецца, у іншых краінах, у дэмакратычных краінах спрабавалі, думалі, меркавалі ўжо ўвесці, вось як не пачаць працаваць з лічбавай валютай, але не змаглі знайсці баланс паміж вось тым самым кантролем і дэмакратіяй, дзяржавай і чалавекам. І вось як гэта ідзе? Вот. Здесь, да, здесь вот как раз мы говорим о том, что, ну, например, там, я не знаю, там в Китае, да, где государство достаточно такое жестко, да, может там приказать, оно вот и быстрее и вводит, да, там вот этот вот там цифровой юань, допустим. А там в европейских странах от этой идеи не отказываются, эта идея развивается, но при этом подготавливается, соответственно, вот законодательная база, смотрится, как я уже говорила, обсуждается, согласовывается со всеми, как бы там членами общества, да, и исходя из этого этот процесс все равно идет, но он очень как бы выверенный и более длительный в результате, да, но в этом случае именно уже заключаются все необходимые законодательные рамки, это занимает длительный период времени, например, вот сейчас, если мы говорим про цифровой евро, то
как бы ожидаемая дата пока стоит 29 год, да, его введения. Но там написано, что если законодательство не будет разработано, то этот период может раздвигаться. Вот. А когда в стране государственный вот этот более жесткий контроль, ну, государство не особо согласовывает со всеми, оно больше вот решает само и вводит. Летом будут спрабаваць у Беларусі увесці спрабаваць. Ну, Калі пілотны шчыра, праект, гэта да. выглядае як інвестыцыі сапраўдных грошай у несапраўдныя пра тое, што яны праспрацоўваюць. Мы ўжо бачылі галоўны навіновы партал, свой тыпу YouTube і усялякае такое. То бок, што яно вось зараз для не вельмі зразумела выглядае, як гэта адразу аддаць людзям на выкарыстанне, акрамя таго, што паважаныя беларусы, завядзіце, калі ласка, свой рахуначак спецыяльны, такі мы там штрафы будем здымаць, а на астатнее вы ўжо грашыма пользуетесь. Ну, пока как это будет работать именно на этом этапе, сложно сказать. Вот именно что, как бы, кейс Беларуси очень интересный, потому что даже если мы смотрим на российский опыт, допустим, да, то там это, ну, как бы об этом говорилось. Говорилось, что будут цифровой рубль вводиться, обсуждалось, по крайней мере, да, и вот этот процесс, понятно, там, ну, можно было, по крайней мере, помыслить, подумать, хочу, не хочу, да, там, и какие-то правила. А здесь, получается, очень, ну, как бы говорилось о том, что гипотетически можно, но никаких деталей людям не раскрывали. Вот, и, ну, то есть вот в этом, да, нюанс состоит. Но то, что, скорее всего, это будет, ну, активно все-таки вводиться, я думаю, что будет. Почему? Потому что здесь вопрос не только со стороны, ну, как бы вот внутреннего использования этого цифрового рубля, но здесь еще же речь идет и о международных транзакциях. А здесь уже, ну, как бы, если мы говорим про международные транзакции, то в условиях санкционного давления как раз это же, получается, платежи идут вне традиционной банковской системы, поэтому, соответственно, обход транзакций тоже, санкции даже очень даже возможен. Але вельмі цікаво паглядзець, як беларускі лічбавы рубель, напрыклад, канвертуецца на нейкае, гэта ж павінна быць яшчэ нейкая крыптаплатформа для забароненых санкцыйных валютаў. Не обязательно таких уже, которые, то есть именно которые запрещенные, да, вот эти валюты, это просто нужно создать экосистему, например, там в рамках Беларуси, Китай, там, Россия, Китай и там страны, там какие-то другие, например, страны Азии. В принципе, Китай создание такой экосистемы, он уже занимается ну, не один год уже. Вот. И тут получается, что, ну, как бы России, там, Беларуси нужно подключаться, да, к этим процессам, ну и, соответственно, это будет, да, альтернатива вот этим традиционным банковским транзакциям, тому же SWIFT, да, то есть это намного все будет проще и при этом не видно, да, для вот как бы для внешнего мира, то есть это будет совершенно другая платформа, другая финансовая экосистема. Я, мабыць, нейкае глупства зараз запытаю, а навошта беларускім уладам і ўвогуле уладам вось гэтыя лічбавыя валюты, ну ёсць жа біткоін, напрыклад, крыптавалюты, ну вось займайся, распрацоўвай сваю крыпту. Так яны ж ёсць, это ёсць іх крыпта. Гэта тое ж самае? Нет, это не то же самое абсолютно. То есть, если в чем разница? Да, то есть когда мы говорим про криптовалюту как биткоин, да, то есть там нету центрального регулятора, нету того органа, который контролирует вот эти вот все транзакции, эмиссии там и так далее этих цифровых денег. Биржа. По сути, ну вот почему и люди подхватили, да, вот активно идею биткоина, потому что, и, опять-таки, это система, которая не контролируется кем-то. Она контролируется всеми, кто вот в нее входит, да, и, соответственно, вот это и понравилось. И соответственно, там также соблюдается вот анонимность. Когда мы говорим про цифровой рубль, в данном случае, то анонимность, как я уже сказала, она такая псевдоанонимность, и контроль, естественно, есть со стороны Центрального банка. Но здесь почему еще надо сказать, почему центральные банки в целом в мире, да, не очень любят криптовалюту, то есть где-то разрешают ее, где-то разрешают, не разрешают, либо так, с ограничениями. Почему? Потому что, безусловно, это риск, если криптовалюта, допустим, их в неограниченном количестве они будут развиваться, то это риск
риск дисбаланса существующей денежной системы, потому что центральный банк отвечает за ее устойчивость. А тут получается система, которую никто не контролирует, и вот эта устойчивость может быть нарушена.